столичной теплоэлектроцентрали идут подготовительные работы к прохождению следующему осенне-зимнему периоду. Для обеспечения надежности и бесперебойной подачи теплоэлектроснабжения в город Бишкек здесь проводятся капитальные и текущие плановые ремонты. В общей сложности здесь ремонтируется 6 котлоагрегатов. Также обновляются экранные трубы. Кстати, экранные трубы выглядят вот таким образом. Именно через эти трубы тепло поступает в дома горожан. Мы меняем трубы 10-го котла агрегата. Половину работы уже закончили. Механизм следующий. Вода поступает в котел. После того, как она нагревается, поднимается через эти трубы и дальше распределяется по сети. К слову, ремонтные работы на ТЭЦ идут планово. Здесь у любого оборудования, трубы или даже маленькой детали есть свой график обновления или же ремонта. Для этого специалисты ежегодно проводят лабораторные проверки и выявляют, что и когда нужно обновлять. У нас это плановый ремонт. У нас лаборатория металлов, допустим, заключение дает, что те-то узлы, допустим, необходимо заменить. Допустим. Контроль производится. После этого на следующий год, допустим, в этом году проверили, на следующий год уже, или на годы вперед уже планово готовится, составляется смета, что то-то, те-то узлы необходимо заменить. Это не так, что вот сегодня решили, завтра будем делать это. Нет, это уже наперед. Год-два ранее уже заранее готовится. В этом году объем подготовительной работы на столичной теплоэлектроцентрали к предстоящей зиме большой. Это связано с нештатной ситуацией, которая случилась зимой. На сегодня ремонтируется основное оборудование. Для его ремонта необходимые запчасти будет поставлять Барнаульский завод России. Все оборудования при союзное время закупались в СССР. Это бывший СССР и котлоагрегаты Барнаульского завода. Мы недавно съездили в этот завод, посетили, встретились с руководителями и заключили долгосрочный контракт для ремонта необходимых запчастей и оборудований, чтобы они вовремя поставили. И на этот год согласились, что раньше срока они поставят. Вместе с тем, для уменьшения количества выбросов производится очистка электрофильтров. Капитальный ремонт блоков будет проведен с 1 июля до октября. Ахмер Нурдинова, Мирлан Джаныбеков, ЛТР Бишкек.